В этом году наш социальный центр делает упор, чтобы на курируемой территории в 9 районах не допустить ни одного случая рождения ВИЧ-инфицированной мамы больного ребенка. Сегодня медицина позволяет 100% ВИЧ-инфицированной маме рожать здоровых детей. На сегодняшний день мы пока выполняем свою задачу. Нет у нас ни одного случая пока положительного ребенка. Кроме этого, очень большой упор мы в этом году делаем на профилактические мероприятия. Очень много инфосессий, акций в городах проводим, чтобы проинформировать все население, что такое ВИЧ-инфекция, пути передачи. Призываем к тестированию, потому что есть исследования, говорят, что более 10 тысяч в Республике Молдова живут с ВИЧ-инфекцией и сами не знают об этом. На сегодняшний день дискриминация ВИЧ-положительных еще существует в нашем обществе. Это печально, но мы с этим боремся. И боремся, скажем так, различными методами. Одни из методов – это информирование населения о том, как ВИЧ не передается, для того, чтобы люди понимали, насколько эти люди безопасны в быту. Это одно из направлений. И другое направление – это реализация проекта в Республике Молдова «Позитивная девиация». Участники этого проекта, скажем так, готовятся и готовы раскрывать свой статус. На сегодняшний день в Республике Молдова уже есть 22 ВИЧ-инфицированных человека, которые открыто заявляют о своем статусе. Общаясь с этими людьми, первый вопрос, который мы, конечно же, задаем, столкнулись ли они с трудностями после того, как раскрыли свой статус. И что радует, что они ожидали, что будет больше трудностей, что будет больше неприятия, что будет больше сложностей в отношениях, но на самом деле все проходит гораздо мягче и легче, чем мы подозреваем. С ВИЧ живу уже 18 лет. К счастью, в этом году вылечил свой гепатит С. Очень хорошая такая новость для всей моей семьи. Да. Это был кошмар, который выдержала моя семья, именно само лечение и все сотрудники, которые работают у меня в команде. Мы однозначно остановим эпидемию ВИЧ-СПИДа, но это факт. Потому что мы все очень много делаем для этого, и мы видим хорошую динамику. Вопрос остается открытым, когда мы это сделаем. И этот вопрос, или, скажем так, ответ на этот вопрос, он имеет серьезнейшую ценность для нас, потому что каждый день мы вынуждены терять людей, то есть люди уходят из жизни, те, которые могли и должны жить, они должны получать удовольствие от жизни и делать счастливыми тех, кто вокруг. Но по-прежнему эпидемия ВИЧ-СПИДа продолжает уносить жизни людей. По-прежнему примерно 2 человека каждые 3 дня инфицируются ВИЧ. И все это очень-очень усложняет определенные действия и бросает нам с вами вызов, чтобы мобилизировать все наши усилия и чуть-чуть форсировать все события, ускорить определенные темпы, наши действия, сделать более эффективными.